Крыму прошел 9-й Всероссийский съезд женских мусульманских организаций «Идентичность российских мусульман. Взаимопроникновение религии, культуры, языка, семейных традиций». Организаторы форума – Международный женский клуб «Аиша» и Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь. На съезд прибыли около 30 участниц из разных регионов России и более 60 представительниц из Крыма. От имени муфтия Крыма Хаджи Мирали Аблаева участниц съезда поприветствовал его заместитель Айдер Исмаилов. Он подчеркнул, что работа во взаимодействии, возможность сообща обсуждать насущные проблемы и строить планы дает благодатные плоды в деле служения как мусульманской умме России, так и обществу в целом. Наша женская организация ведет активную работу в Крыму, и поэтому они делятся опытом и перенимают тоже опыт других организаций женских, которые уже, наверное, более продолжительное время осуществляют свою деятельность в России. Следовательно, со всех сторон, и с точки зрения и знакомства, взаимодействия, обмена опытом, данное мероприятие играет большую роль. И то, что избран именно Крым, также говорит о том, что Духовное управление мусульман Крыма играет особую роль в деятельности исламских организаций. И за каждой, наверное, женской организацией должно стоять духовное управление, во-первых, своим и направлением, наставнической деятельностью, поддержкой, всевозможной поддержкой. И также мы постарались сделать все от себя зависящее. Съезд женских мусульманских организаций собирается 9-й год подряд. Из них трижды женская религиозная организация Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь, учебно-просветительский проект «Файдалы Илим» были признаны лучшими на территории России. Руководитель Международного женского клуба «Аиша» Наталья Марьямбареева рассказала, что форумы проходят, несмотря на условия пандемии, а работа продолжается. Мы говорим о роли мусульманки в обществе, в российском обществе. Мы говорим о роли мусульманки как о общественном деятеле, руководителе организации, хозяйке семьи, да, супруги, жены, матери, дочери. Роль мусульманки, она многогранна, она не может ограничиваться какими-то теми или иными условиями. Обо всем мы говорим на съезде. Наталья Марьямбареева также отметила, что задачи регионов в чем-то схожи. Однако стоит отметить межэтнический компонент, который вносит свою лепту в решение задач. Например, то, с чем может столкнуться женщина на Кавказе, не может быть в Крыму. Проблемы, с которыми сталкиваются мусульманки средней полосы России, отличаются от проблем мусульманок Сибири и так далее. То есть национальный компонент всегда имеет место быть. В ходе форума не осталось без внимания тема психологической помощи мусульманам. Председатель правления ассоциации, магистр теологии Ольга Павлова отметила высокую компетентность крымских религиозных служителей в психологических вопросах. И мы видим, что они уже в психологическом смысле очень компетентны стали. Они очень хорошо включаются в работу, они очень активны, они активно взаимодействуют. Для них уже многие психологические виды деятельности и понятия являются привычными, знакомыми, и они их могут использовать в своей профессиональной деятельности, в своем служении, да, в своем религиозном служении. Ни для кого не секрет, что специфика регионов Российской Федерации различная, поэтому и работа ведется с учетом этой специфики. Регионы у нас, безусловно, у всех разные, обстоятельства и условия тоже разные. Но, тем не менее, мы объединяемся общими идеями и уже потом отдельно для своих регионов вырабатываем возможности решения этих задач. Директор центра Аль-Васатыя Сергей Зязин – один из инициаторов создания съезда женских организаций. И для него это уже 9-й форум, цель которого – консолидировать общие знания о женском мусульманском сообществе России, как оно развивается, как прогрессирует. Он также отметил, что в России обучение ведется по крымским проектам, и все благодаря съездам. Огромное, скажем так, удивление, что существует такие вот мусульманки в Крыму, что у них огромный багаж знаний, и все
стали подражать даже мусульманкам Крыма с 2015 года, когда познакомились. С этого момента они являются для нас эталоном развития женской организации. И для нас крайне важно, что впервые, это 9-й съезд, впервые, что мы приехали и нас принял Духовное управление мусульман Крыма в лице муфти Мирали Хаджи Аблаева, приняли этот съезд на крымской земле. Итоги съезда подведены. Для мусульманок Крыма это очередной этап в развитии и очередные планы на будущее. Для каждой участницы, я думаю, что съезд – это уже не только конференция, не только деловой форум, но и встреча единомышленников. Это невероятный духовный ресурс, это язык, на котором говорят все эти люди, и той энергии, той подзарядки, которую получают наши участники, должно им хватить, ну, как минимум, до следующего съезда в следующем году. Съезд завершен. Гости разъехались, увозя с собой море впечатлений, море добрых улыбок, море новых и полезных знаний и просто море. Зера Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь.